Махмуд Али Калиматов и Микаил Гуцериев побывали в горном селении Гоуст, где в рамках благотворительного проекта группы «Сафмар» реставрировали памятники древней архитектуры Ингушетии. Башенный поселок замкового типа находится на отроге горы Мятлуам, южнее Кашети Джейрахского района. О сохранении ингушского наследия в сюжете Хавы Гагиевой. Столько людей здесь не собиралось уже давно, но сегодня все иначе. Причина весомая. Реставрация башенного комплекса Гоусти завершена. Встречает гостей старейшина Тейпа Ахильговых. После Махмуд Али Калиматов и Микаил Гуцериев осмотрели башенный комплекс и поделились своими впечатлениями. В принципе, эти этажи, они были замазаны сверху глиной. Сверху. То прилапцы. Но мы его не кладем, потому что, чтобы он больше сохранился. Перед реставраторами стояла непростая задача. Около года они занимались восстановлением архитектурного объекта. Некогда величественное средневековое поселение оказалось в полуразрушенном состоянии. И именно своевременная помощь Микаила Гуцериева дала вторую жизнь башенному комплексу. Конец лета и до конца осени прошлого года мы здесь проводили реставрационные работы. После уже и весной территорию, благоустройство и деревянные работы мы здесь проводили. Работы прошли не без препятствий, не без каких-то сложностей. Но, как вы видите, сегодня комплекс уже завершен. Гоусти – башенный поселок замкового типа. Он располагается в Байни на отроге горы Мятлом, южнее Кашети. Отсюда ведут свое происхождение представители Тейпов Ахильговых, Цицкиевых, Кациевых, Балхаевых. Здесь можно встретить сразу несколько башенных сооружений. Среди ингушских башен часто встречают жилые и боевые. Также археологи выделяют следующую категорию – это полубоевые. Они бывают похожи и включают в себя сразу два параметра. Стены такой башни в древности поверху покрывались камнями, а не раствором. В первую очередь это делалось для того, чтобы жители могли отбиваться от врагов в случае необходимости, а во-вторых, предохраняли стены от проникновения влаги от дождя и снега. потихоньку да узвахжуқсы. Тунчоғыл қадет, зу Микаэлис дет тунғыл қиғал хатуая, ахерцы Аллах тжерт хейр. Задача была максимально точно восстановить первозданный облик башни. Для этой работы фонд Возрождения мецената Микаила Гуцериева пригласила компания ASM Group, которые подготовили проектно-сметную документацию для реставрации. Они к проектам подходили очень тщательно, изучали архивные документы, фотографии старые, как, что было, ну и уже подход к самим башням. Вот именно этот процесс нам очень сильно облегчает работу и прекрасно справляемся. Строители использовали раствор по составу максимально приближенный к тому, которым строили ингушские башни в древности, ведь он веками держит кладку, собранную мастерами из прошлого. Живые башни, они же на ингушском галыш, состояли из нескольких этажей. Первый, он же скотный. В первую очередь там располагался весь скот. Уже на других этажах могли быть жилые помещения. Мастера пытались передать максимально точно всю атмосферу древности. Удивляет башня и внутри. Здесь воссоздали все буквально до мелочей. Она позволяет не только познакомиться с героическим прошлым республики, но и окунуться в мир самобытного народного творчества. Исторический бахна, то бяга, может бяга похту, урал чашвел чру, мой бахна, может бяга бие, царь Лилдиария уже. Уже входишь в древний век, уже валицу возьму. Реставрацию башенного комплекса провели в рамках реализации масштабного проекта группы «Сафмар» благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с известным российским предпринимателем Микаилом Гуцериевым, который восстанавливает все памятники исторического наследия не только горной Ингушетии, но и ее равнинной части. Это общественное достояние, это достояние всех
Адал заповедник Мейер. И сегодня реставрацию, да, дают там, 30 миллионов, 10 миллионов. Ай, миллиардаж, хат идеен. Хату адувейер, ян. Камялдыч, Микаэл Зяр, хатит дывейс. Ближайшие ичера, мяждин, сухури, ялуру, хайгиш. Мы сейчас делаем паспорт Горной Ингушетии. Это в течение 2 лет. Да, это до 1800 башенных комплексов. Да, комплексов из башен 2800. Это очень много, да. Чтобы это все сделать, нужно там десятки лет. Поэтому, чтобы это сократить, мы должны увеличить финансовые вложения и увеличить количество людей, которые это смогут сделать, да, восстановить. Поэтому вот мы сейчас этим занимаемся. Спасибо, да, полная поддержка есть. Спасибо большое. В рамках этих договоренностей реставрировали не только башню, но и всю прилежащую территорию, и не только. Близко дать. Ершто геметти, ершто гемотрар, халгар заман, называется дяхашан. Гори верит, а что трепин кажма, хамяцарус. Хазнякаш да мечены жда охош, хаош. Любое время дава еще, хава еще, газ чье, свет е, что паратой хани, что диктуя, дал садот Микаэл. ترى يبغى حبة حنستي سكتي شقوات حمد سوش دولار إيش دي خلنا زا حقود دولار حمد هاتر هذا شيء ودني تي دعوة شبوخ بقدني تي مال جواب عقاب سميكال دال ساعة دول ساعة إيش واش طبعا يلومي خص حتى يا ناخا خص أوتر يا آخر يخ إستوري مير حخ ويقان الدين ساحيوش. Работы по реставрации башенных комплексов в Горной Ингушетии на этом не останавливаются. Впереди еще немало средневековых объектов. Хавгагиева, Али Зязиков, Сулейман Костоев, Магаз 24.